Вот и наступила финальная серия КСК «Арктика». Немного волнительно, потому что это была маленькая жизнь, где мы нашли друзей, единомышленников, узнали, как живут в Арктике и чем занимаются. И главное, покажем вам место, куда не ступала нога ни одного якутского блогера. И вы первыми вместе с нами увидите это место – гранитный город в Обыльском, Беларуси. Наше приключение продолжается, и мы едем в поселок Белая гора, но мы будем останавливаться в двух местах. Это город Зашиверск, его называют якутские Помпеи. Этот город сожгли, и мы там проведем экскурсию, может, что-нибудь там найдем. Вторая точка — село Кебергене, Эвенский национальный поселок или село. И там мы познакомимся с настоящими эвенами и послушаем эвенскую речь. Поехали дальше. В общем, на севере самое плохое, то что нет кафешек вообще. Есть только вот Куба и все. Дальше езжай как хочешь. Если вот ты не заберешь с собой свою еду, ты можешь вообще... Я не знаю, я не могу без... 20 часов мы ехали. У нас северная еда. Посмотрите, олофток, эк, буспут, эк, он наладил. Так что всем приятного аппетита. Дэвид все проблемы. Ну и конфетки. Я же говорила про роль конфеток в дороге. Когда ты кушаешь шоколадку или конфетку, мир играет совсем другими красками. Ты как будто попадаешь в сказочный мир. В общем, здесь люди до того заботливые, они нереально заботливые. Даже тебе незнакомые люди, они во всем тебе помогают. И представьте, вот это нам передал глава Момского района Амосов Дмитрий Викторович. Мы ему очень сильно благодарны, потому что он именно когда мы ездили по Момскому району, оказал всемирную поддержку, вообще прямо нереальную поддержку вообще во всем. Даже когда я немножко закашляла, он мне сам купил лекарства. Короче, я в шоке. Это вообще так душевно, короче. Ну, приезжайте на север, сами в этом убедитесь. По дороге до Белой горы мы останавливались 3 раза. Первая остановка – старинный город Зашиверск. Манна Урлов-Талач. Ну что, едем, далекие края. Приехали в город Зашиверск. Он был основан в 1639 году двумя енисейскими казаками Иван Ребров и Иван Постник. Он, по преданиям, на той горе Иван Постник был сильным человеком, крестным. Вознес на ту гору. Это самая высокая гора. В истории числится как якутские Помпеи. В 1800 году оспа ее сожгли, этот город полностью. Здесь остался всего церковь. Эта церковь сейчас в Санкт-Петербурге, а вместо нее поставили часовню. Один из старинных городов Якутии, он был основан в 1639 году. Ага. Енисейскими казаками. Да. И в каких-то книгах он написан как самый полярный город России. Потому что у него здесь численность населения было около 500 человек. Это по древним меркам много. Ладушки ехали с города Якутска целых 9 дней. Вообще, роль ладушек на севере, можно сказать, огромна. Без ладушек ты в путь не соберешься. Часовня выставлена в честь память жителей Зашиверска. Акта свободно слояват. Калям баддыбы теңгит. Молма граница тыгар, абы граница тыгар. Зашиверский город. Сегодня 20. Абы гагид 9. 27 февраля. Вчера тут был мой земляк.
Томский и Е город Вилюйск. Да ты что? Да, и я тут напишу, это что, Елизавета Анатольевна. Всем привет. Тут можно посмотреть, кто был здесь и какого они были. Все интересно, да? Да? Учугая яны. Еще пожелания можно писать, оказывается. Едем в Магадан. Всем здоровья, хорошей дороги. Дальше мы поехали в село Кебергене. Село находится за Северным полярным кругом в 170 километрах от поселка Белая гора. Мы сегодня, Едем в Бабы. да, 9-й день в пути, да? Условно уже 11 дней, потому что мы уже 15 уже выехали. Надеемся, что сегодня мы доедем до поселка Белая гора и потом дальше нас ждет. Гранитный город. Да. Это место, Силы. да, которое никто не показывал. Да. И мы будем первыми. И тут не обошлось без приключений. По дороге мы встретили большой груз, который попал вторым. Село маленькое, в основном живут эвены, население более 500 человек. Наслег известен своим названием – Майорский национальный наслег. Есть клуб, школа, детский сад, врачебная амбулатория. Посмотрите, какие красивые женщины нас встретили. Мы были обескуражены. Prokop'u yuvarız sabahından bu etnik kültürüne giyin üretirek birbirine yakay bu bebi behürek bittuğundan eveni ılanı ılan dinlerek bit. Bu bugünü hege manda osbubut balık halıga elde. В 2022 году был построен спортзал «Новая котельная». Вот что рассказали жители села Кебергене. Sağ stansiye tutuldu. Солнечные панели. Это şey bağladı ya. Bunun kaç yeri? Hasta oldu. Yine Şöyle yükle. Sayının değil. Пекарня tutulduğunda, детская площадка, саңа балыға tutulduğunda, ойын президент бия кечек кайган бар буда. Манны кыра бөһөлөккө олороңгут, олоқ катарды хыгыт ыныр булахана битте бите. Потому что болана атын электр бола, олор бутнан олор бола. Олоқ сайдыты кетте биге баран ебе. Иван Иванович бутнан атлар бутнан. Кырыкты кең туттабыт. Аны билген сотовый связь битен саңана атлан кадякта. Билайн сухта. Антеннатын алыкта. Бардын бурка вин Школа бут, эбен класста, билин тахсам бут көрөк бут, аны хектен кетен олор олор. Көрөк кача. Тасыр. Эчектай. Менің атым Лиза дедім, Бигельбек Лиза дедім, да? Бигербек. Бигельбек Лиза. Бигер бэп дима. Таңастан күбі? Таңас күбі? Дима, ben bulbut. Кеберген акелем баран, ben bulbut. В школе мы встретились с Акулиной Дмитриевной Слепцовой, старейшиной села и учителем географии. Здравствуйте. Айнин geç. Майорская средняя общеобразовательная школа. В школе работает эвенский класс, где желающие дети изучают родной язык. Послушайте, что рассказали нам дети. Василий Лебедев жон туран, Туганиду Дагаматтан.
Окатал Биракчар Челадюр Ингамра. Кадарал Уракчар Нёбачич Итулра. Василий Лебедев Джон Туран. Окатангат Эйе Окатангат Искалбин. Дөнрелли Исакли Ментолсе Одакан Окатангат Бекулран. Өрүхүн туфундан уруйдуура хешбе. Эбен жоннора кахамбагарар буханга көрсүбүт жоммутун хажилан уруйдуубут. Онна опутуна хатан уруйдаачыбыт. Онага якпытыттан ити каябатыбыт олда болордан беги дойдубут кая. Истерим бирбегиник. Биги жоннор бу куру тыга хыжар боланнары бендер. Хепсетер боллактары куру. Олимпинлere жүллере. Нахашыбы китеге. Потом мы станцевали эвенский танец хэджо. Энергетика танца невероятная. Ой, файтаны. Ой, файтан. Хэджендаттын. Эчекекке. Бихеклавыр. Хэджаннып. Эчалбыйым. Ben ne kuruk bu kalbicinin yürek köseleci. Kimdengini? Владимир Алексеевич Карякандеммен Москвала утюталынан отоцеттал илләбитем. Российская история тәтбатта хоролыннат. Ночь аянаттара 1600 отосыллахы калбиттер. Онна аракаланьяннар кыгын токтооннор зимовия туттубуттар. Онтон өгөллү роллабиттер болу каннада бар бака калбаккар онна олоксуягы бармыт. Булуктакта жаһаныбы 1600 огон үсыллахы корот атанылбыт. Огунан баран история аталарын оспаан хабыллан халбыта дейлер ата на самом деле онну болбатак. Evet оспа хен карибыт огунан баран 1600 үсыллахы Берканскайга сөнтеттерилен. Берканскай гокос. Кейтага яң хала үс балына калан оспа калан жоннор аяттагы онтон куттанна жон момо коспиттер. История диңнактыман китбета огунан бар жон керсенен ол Андрей хабара топпутте. Türden taksahı ustaflığa bitim. Hiç kanı kapsiti yoktum bardım. İlk ansambıllar bit. Newton kajen ederiş çattarga nogdan jen. Ağım 5 yıllığa kadar eli bitti. Maktab oldu ne hiya. Barı şugayı bay bayılgıt olağı üle turgura turdu. Şimdi görüşüldüler olardılar bolu bıbıhıtla. Ulakan ultallağını bir örüştüğü toplumu berip kutuzamaydı olabilir. Oluyitten biriga укрепление otun ihmi tas kurumlar var. Bu iki tınçı onun sullahı değil böyle ulakan angardan dinlemen hepsi. Bu asmalı rıktım. Da. Onu bulakan ultallağını bitti. Onu iki biriga укрепление. Olmadı. Onu bir yakabilir sanırım nehay. Oğullara da hani ecelde çatara kuracıdı köşkten. İki migrasiya kayıt dağarıdan kandıgere prayıldığına kandıgere numanlar. Toklatollar bunlar şuydu bu var. Onu bir indigere öldüyorlar canlar bolar bıbıhıtla. Topluda любительский сибден быгылан турышсы. Ол сибден кырагокс. Bir нехиление улардан 500'тен такса кии болан турат. Онда кыратыгы кеңетеллер болду. Жоннора баранлыктар экен. Самый основной топуда ахыл попалып. Кимера бахар буланы бахар харым хараҗы бро. Ben kanayım bari bulacağım. Evet. Var bula. Ne çocuk kuruyor ne çocuk. Ne çocuk. Ayım Оказывается, в селе Кебергене есть мост любви. По поверьям, если ты фотографируешься на том мосту, ты обязательно встретишь свою любовь. Мост бутынка. Ага. Мост. За короткое время мы прониклись к жителям села. Они очень активные и позитивные. До скорой встречи, Кебергене! К
К ночи мы добрались до Белой горы. Мы остановились у нашего друга. Увидели там то, что не думали увидеть. Самодельное разноцветное облако в квартире. У них свет похож на северное сияние. Это нереально вообще. Очень круто. Вау! Переночевав у нашего друга, мы двинулись в гранитный город. Из-за усталости я была почти разбита и думала, что не доедем до гор из-за пурги. Я сейчас заплачу. Я не выспалась. Едем 5 часов на машине, а потом час на Буранах. Это был долгий и трудный путь. Но надеемся, исполним свою мечту. Гранитный город. Гранитные города. Да. Лиза, ну там надо разобрать. Спасибо. Кадра? Сейчас едем дальше. Да, поехали. На Буранах мы ехали час по темному лесу. Уже 5 часов ехали до этого, поэтому вообще нормально. Сейчас за час должны добраться. Экстрим! Это жесткий экстрим, детка! Все мои страхи не оправдались. С помощью наших ангелов-хранителей мы доехали до гранитных гор. База «Гранитный город» оказалась лучше, чем мы ожидали. Новые теплые дома для туристов, горячий чай, баня и вкусный ужин подняли наше настроение. В эту ночь я спала как младенец. Короче, мы вышли на улицу, до этого было очень снежно, поэтому нам не открывался такой шикарный вид на горы. Это только первый выступ, то есть горы идут выступами. Слоями. Это, да, слоями. Это вот только начало. Мы должны до Дутова сейчас добраться, но так как сейчас ветрено и облачно, дальше на второй, на третий выступ нам сказали, что невозможно пройти, снег до вообще вот такой. Если даже мы посмотрим и доберемся до первого выступа, это уже, да, это уже для нас счастье. Круто, да? Ди? Вообще обалденно. Я даже могу отсюда уже классно поснимать, оказывается. В общем, здесь у меня появился дружок. Его зовут Завгар, именно Завгаражем. И вы сейчас с ним познакомитесь. Не узнает нас вообще. А так Борзый дед, заведующий здесь гаражом. У него такая должность, но его зовут Борзый. Услышал голос, он сразу начал лаять. Вчера я ему дала косточку, и все, наш человек. Звезда Ютуба Балана. Красавчик. День был облачным, солнца не было, но нас это не остановило. Позавтракав, мы на Буране поднялись к горам. Гранитный город. Наконец-то мы добрались до нашей мечты. Как будто мы оказались в другом измерении на другой планете. Одиннадцатый день в пути, и мы приехали до Улхан-Сисе. Это гранитный город. Невероятное зрелище предстоит перед нами. Я же обещала, что я поцелую землю, когда мы сюда доберемся. Я, конечно, уже поцеловала, но второй раз целую на камеру. Ну, Дима так сказал. Это потрясающе вообще. Самый невероятный
вид, который я видела за всю свою жизнь. Это горы были до нас за 1000 лет, и невероятно прикоснуться и быть здесь и показывать вам. Это первый раз, когда кто-то снимает гранитные горы. И первый это мы, КСК, Якутия. Ла-ла-ла-ла-ла. Ну и благодарность нашей природе, нашей Арктике, то, что она указала путь. По традиции ложим оладушки. Эти оладушки ехали с Якутска 11 дней. Если вы едете куда-то далеко, тем более в Арктику, носите в кармашке оладушки. Они реально помогают нам в пути, потому что сколько не было ситуаций, когда мы ломались, буран ломался, дорогу теряли, всегда помогали оладушки. Ну давайте смотрим всю нашу красоту. Нужно сказать, что мы находимся в своей мечте. Арктика — это сказка, которая раскрывает свои двери не всем. Но если ты целеустремленный, решительный и смелый, она показывает всю свою истинную красоту. Мы очень благодарны этой земле, Арктике, за то, что она нас научила жизни. Эти дни были нелегкие, сложные, опасные, но это все стоило этого. Невероятное чувство свободы, и вообще душа поет. Смотрите, какое небо, солнце, горы, короче, КСК Арктика. Мы сделали это. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дима, покажи себя. Нет. В общем, мы счастливы. Ирим-то на пипец. Ну все. Все испытания, которые мы прошли весь этот путь, сделали нас сильнее. У нашей команды поменялось мировоззрение, отношение к людям, к жизни. Гранитный город научил нас быть смелыми, решительными и дал понять, что человек и природа — единое целое. Нужно бережно относиться к природе. Нет ничего невозможного. Этот проект доказал, что мечты осуществимы. Спасибо большое нашим дорогим спонсорам. Без вас проект бы не получился. Как будто домой приехала. Так как мы приехали вечером, мы сегодня вам хотите и не хотим показать, как мы обустроились. Станциевая база находится здесь. Перед тем, как туда поехать, нужно здесь остановиться. Созданы шикарные условия. Если заметить, что это находится, в 3000 километрах, почти что от Civilization Inn. Заходим. Это вот гостевой домик. Домиков здесь 2. Это для мужчин отдельно, он и для женщин тоже отдельно. Кровати вот как нарты. Плед, туда-сюда все есть, вообще не холодно. Когда сюда приезжаешь, сразу стол готовый. Горячий чай, печенюшки. Очень приятно. Электричество есть, телевизор, который работает и показывает. И самое главное, мы мылись теплой водой. Теплой водой. Если вы хотите помыться, там, выпустить пар, есть баня. Анча. Вот баня, где можно попариться. Сразу вода. Гараж. Лед заготовленный, вода не кончится. Комфортабельные условия для Кстати, заметьте, у них пластиковые Амортизаторы. Ага, и поэтому... Они такие мягкие. Да, и поэтому, спина вообще нормально. Живет, короче.
служебный дом, где живут работники. Там вот строится новый дом. Наверху для фотосессий, там на горе тоже есть отдельный дом с электричеством. Ну и плюс здесь встречает тебя дерево, святое дерево с колокольчиками. Если тебя рады встречать, колокольчик звенит. Приезжайте в гранитный город, это стоит того, чтобы сюда проехать несколько тысяч километров и увидеть невероятную красоту природы и вообще мировой шедевр. Гранитный город находится у нас в Якутии, а не где-то в другом месте. Ла-ла-ла-ла-ла. Большая благодарность работникам базы за их теплую встречу и доброе отношение к нам. Он на пульсометр. Это Семенов. А где он? Не знаю, он там где-то. Семен просто нам понравился. Он очень добрый человек. Ну все, подарили, кстати, это же подарки нам. Спонсором выступил магазин на Адалах. Вот, спасибо им. Наши ангелы-хранители очень рады. Вот, с чувством особой благодарности к месту, к людям и к природе мы двигаемся домой, наконец-то. Ну что, мы приехали на остановку. С этого пути мы едем на машине. Сейчас пурга, ветер, метель. Мы должны проехать Индигирку. Надеемся, что все там хорошо. Наши ангелы-хранители. На каждом пути мы встречаем наших ангелов-хранителей. Так. По дороге на Белую гору мы увидели почти свежие следы волка. Он не один, их несколько. И они большого волка, они такие большие. Несколько часов назад. Вдруг увидим волков. Дальше говори. Что говорить-то? Поехали дальше. Едем. Домой! До отъезда мы остановились в гостевом домике. Предлагаем посмотреть рум-тур. Ну что, ребятки, будем смотреть дом, в котором мы остановились, в поселке Белая гора. Это вот точка отъезда до гранитных гор. Нужно ехать далеко, поэтому нужен отдых. Есть вот такая квартира, 2 комнаты. Очень уютно, мягкие кровати, светло, красиво. Мы тут вообще от души душевно отдохнули. У меня была отдельная комната. У Димы был телевизор. Для мужчины это очень важный номер. Вот. И прямо перед телеком, пожалуйста, диван. Холодильник, морозилка. Здесь мы кушали. Отдельная кухня. Утром, вечером и в обед обязательно привозят продукты, готовые обеды, поэтому вообще тут вообще очень классно. Тем более это частная квартира, не квартира, а частный дом. Есть отдельный дворик, поэтому тут очень классно. Нормальная ванна, вообще классно, супер, очень спокойно спать. А дальше мы едем домой, наконец-то. Едем, Инда. Регистрация проходит в этой стойке. Полярные авиалинии – это основной перевозчик в Арктику. Дальше мы домой будем наконец-то добираться самолетом всего лишь 2,5 часа. Мы сюда ехали целых 10 дней, а на самолете полетим 2,5 часа. Круто же, да? Кстати, с этого года появились субсидированные билеты в Арктику. То есть, если вы зарегистрированы в арктической зоне, то у вас есть возможность полететь с субсидированными билетами. Это только полцены билета. Надеюсь, в следующий раз мы пролетим на самолете. Все, 10 дней уже не будем ехать. Вот и закончились почти 12 дней. Побывали в гранитном городе. Это было незабываемое путешествие. Нас Арктика провожает солнечным днем. Желает нам, наверное, всего хорошего. Спокойно долетели до дома и немножко грустно, потому что все это приключение уже завершается. Спасибо всем, кто нам помогал, нашим партнерам, которые реализовали нашу мечту. Здесь они все будут. И, конечно же, нашим друзьям, которые встречали нас здесь за несколько часов, стали для нас настоящими друзьями. В общем, это было незабываемо, я сейчас заплачу. Подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи. Это была КСК Арктика. Пока-пока. Честно, я жестко соскучилась по детям. И сегодня будет сюрприз. Мама летит домой. Детки, встречаем маму! Что, летим в Якутск? Надеюсь, быстро долетим
домой. В общем, я села у окна. По билетам садишься в любое удобное место. Выбор огромный. Буду смотреть Омомские хребты, горы уже с самолета. Бываем на бортовой журналдары. Классные фотки. Спасибо авиакомпании «Полярные авиалинии» за то, что поддержали наш проект. Спасибо природе, что дала нам возможность показать вам невероятный шедевр природы — гранитный город. Приехали домой. Прилетели. Спасибо пилотам за мягкую посадку, очень мягкую посадку. Ура! У каждого человека хоть раз в жизни должно быть незабываемое путешествие. Мы желаем вам в новом году больше путешествовать, выходить из зоны комфорта, делать свою жизнь и жизнь своих близких ярче и счастливее. Не бойтесь что-то менять в своей жизни. Любите свою родину, защищайте и оберегайте нашу природу. И запомните, счастье есть, его не может не быть. Спасибо нашим подписчикам за то, что все эти выпуски вы были с нами. Вместе переживали, улыбались, радовались. Надеемся, что вы испытали те же чувства и те же эмоции, которые испытали мы. Надеемся, что мы еще увидимся с гранитным городом.